Бирабаларун, Лиссабонтан, Португалия кинкордтан агаддыта тутун. Бүгін мен Сахалар Светла подкаст бар. Мария Байтунова гаджеттикалда. Маша, привет. Бон дия. Маша креддагаттан нучылы эгеалапы полан, бии Машылы нучылы кепстевит. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Лиссабоне? Я переехала сюда почти 2 года назад. До этого прожила в Азии 17 лет почти, 16,5. 17 лет? Да, я уехала из России в 2007 году. Думала, что на полгода, но оказалось, что на 16,5 лет. Ух ты! Живя в Азии, я поняла, что не то чтобы я устала от региона, но просто нужно двигаться куда-то, где мне можно было бы свободнее работать, потому что, мне кажется, я уже наконец нашла себя и остановилась на своей нынешней деятельности, решила идти по ней серьезно. Если раньше все это был какой-то фриланс, временные заработки, то здесь это уже хотелось развивать как карьеру. В Азии с этим было бы не то чтобы трудно, но туговато именно в плане документов, легализации, отношения местной миграции к работе иностранцев и к легализации иностранцев в целом. Палки в колеса, коррупция, это очень долго рассказывать. И, в общем, я выбрала переезжать в страну, где, по крайней мере, с коррупцией дела обстоят лучше, законы работают. И даже если вид на жительство получить непросто, но оно очень сильно стоит того. Почему ты выбрала именно Португалию из всех стран, условно, Западной Европы? Эти 16,5 лет прошли в бесконечном лете, можно сказать. Не было зим, и мне этот климат очень подходит. Я просто не вывозила в Россию со своим хроническим бронхитом. Это была отчасти причина уехать и не вернуться. И я выбирала страну потеплее. То есть были варианты из более-менее развитых стран Южной Европы, Испания и Португалия. И когда я приезжала вот как раз на разведку, я пожила какое-то время в Испании у подруги, пробыла здесь пару месяцев и поняла, что мне здесь больше нравится. И плюс процесс легализации хоть и долгий, но он по документам легче, чем испанский. Если ты фрилансер, то как ты легализуешься в Португалии? Про это можно говорить бесконечно, но до лета прошлого года здесь была очень мягкая миграционная политика и специальная программа для тех, кто не номад, не высококвалифицированный работник, который приезжает заранее и получает визы Д или там другие визы. Можно было приехать по Шенгену, открыть ИП по своей деятельности, подать манифест об интересе, как бы о том, что ты заинтересован в ВНЖ этой страны, и ждать. Процесс долгий, я знала, что придется ждать 2 года. Некоторые люди ждут 3-й год, и эта каша до сих пор варится и никак не закончится. Иммиграционные структуры здесь довольно такие устаревшие. Медленно работают. Даже IT-часть их лажает очень сильно. И они только-только начинают что-то поправлять. Но в прошлом году, вот летом, из-за того, что получился очень большой поток иммигрантов, которые открывают фиктивные ИП практически без документов, иногда даже высылают пустые файлы, просто огромный поток таких людей. Из-за этого они эту программу прикрыли якобы временно, но вообще неизвестно, запустят ее снова или нет. Так что сейчас здесь, в Португалии, условия такие же, как и в других странах. Фрилансеру, который хочет здесь работать, нужно подавать на специальную визу, потом уже приезжать. То есть уже не получится так приехать по Шенгену, а просто остаться и запустить весь процесс. Получается, ты сейчас ждешь эту визу? Нет, не визу, вид на жительство. То есть это ожидание вида на жительство, именно вот карточки резидента, по которой я буду уже полноценно, легально. Ну, то есть я и так сейчас пребываю легально, вот с этой бумажкой и выражением интереса. Но с карточкой, понятное дело, я смогу выезжать наконец, потому что за пределы Шенгена я пока не могу уехать. Даже в пределах Шенгена, по идее, нельзя
ездить, потому что эти правила распространяются только на Португалию, потому что ты подала выражение интереса здесь, а не в какой-то другой стране. И на границе, если будут проверять документы, потому что внутри ЕС все равно документы иногда проверяют, и шенген твой уже давно истек, а у всех, кто, как я, ждет долго, у нас уже у всех давно истекли эти шенгены, нам, по идее, нельзя находиться на территории других стран. С этим дозапросом я сейчас живу, дальше жду, сколько это еще продлится, неизвестно, но в июне будет 2 года, как я в Португалии, и в сентябре будет 2 года, как я подала. То есть сейчас 1,5 года, пока я ожидаю. И если я со дня на день получу карту, это будет даже лучше, чем тот сценарий, на который я рассчитывала, когда я приезжала, потому что эта вся очередь выстроилась из-за ковида. Они ее не могут разгрести еще со времен ковида. Ничего себе. Когда ты была в Якутии в последний раз? Я думаю, это был год 2017 или 2018. Точно не могу вспомнить. Я помню только, что в 2019 году я была в куче мест, как будто я нечаянно заранее знала, что в 2020 наступит ковид, и я никуда не поеду еще долго. И 2019 был супер насыщенный, я была везде, кроме Якутии. А в Якутии, значит, я была где-то годом-2 раньше. Так у меня было 3, по-моему, приезда в Якутию за эти 16,5 лет. Каждый раз на 3-4 недели. И я успевала поделать всякие дела, встретиться со всеми друзьями, родственниками, съездить в деревню. Все, программа максимум. Да. Успеть все. Вау! А из какого ты района, в какую деревню ты ездила? Я родилась в Якутске, но меня почти сразу в таком микромесячном каком-то возрасте увезли в Верхневилюйский район, в село Кинтик, Харьялах. Оттуда вся моя байтуновская часть родственников, якутская часть. Та часть, которая русская, там тоже есть якутские крови, они все из Вилюйска, но у них я практически не была, потому что бабушка давно умерла, и корни как-то оттуда растерялись. Но в Верхневилюйске связь крепкая, я там проводила каждое лето, я там прожила до 5 лет, и потом приезжала каждое лето на каникулы, и с удовольствием ездила, когда приезжала вот в эти короткие визиты из Азии. И сейчас я думаю, что единственные места, по которым я скучаю, это именно вот вокруг Харьялаха. Все эти аласы, леса, походы по ягоды. полянки, да? Не сильно скучаю по сенокосу, но обеды на сенокосах, да, вот эта вся романтика. Приключения какие-то на мотоцикле. Я там, кстати, научилась ездить на мотоцикле, не в Азии. И да, я бы обязательно вернулась, но после уже того, как здесь устаканюсь, это понятно, когда деньги будут так далеко ездить, потому что, понятное дело, что ездить, это вообще очень дорого супер накладно. И долго. Да, у меня не всегда получалось ездить за свой счет из Азии. Из Азии тоже довольно дорого, и пару раз мне помогали родственники. Вот что ты перевезла с собой, что ты вот во все свои переезды, что ты возишь с собой якутского? Себя сказать. У меня маленькая, учитывая, что есть у других якутянок в эмиграции или вообще у якутянок, у меня довольно маленькая коллекция серебряных украшений якутских, которые я периодически ношу по особенно торжественным случаям. Большие серьги с оленями обязательно, там какие-то другие там кулоны, кольца. Что еще? Есть для работы мамонтовая кость, рога. Я это попросила у своих родственников не так давно, потому что у меня все отец и все дядя косторезы, художники. И я, наконец, занимаясь ювелиркой, пришла к тому, что я хочу попробовать резать по кости. Дядя очень обрадовался и отправил мне немного кости, чтобы я попробовала. Вау! Как интересно резать по кости. Ага. А вот какие-то такие традиции нематериальные, что-то нематериальное, что ты носишь с собой, не знаю, там оладушки, пирожки. Эта тема периодически всплывает, но скорее, сама я ее иногда вспоминаю, будучи в каких-то походах, но если эти походы случаются с якутянами, которые тут и там попадаются, то всегда эта тема поднимается, мы начинаем раскидывать еду вокруг, кормить огонь. Это все бывает, да. И окуривать помещение это тоже бывает. Прикольно.
то, что русскоязычные, это уже как бы, ну, тогда не было, по-моему, якутскоязычных школ, как сейчас вот поднялись якутские гимназии, Да? национальные. Да, тогда, по-моему, не было, даже уроков якутского языка не было, все было на русском языке. Ничего себе. Да, и русскоязычный садик, русскоязычный первый класс и так далее. И только когда я уже заканчивала школу, тогда, по-моему, появилась гимназия. А в какой вот школе ты училась? Ой, это было 4 школы, мы переезжали частенько, потому что то ремонт, то обратно. Ну, в общем, сначала в 4-й, потом в 22-й, потом опять в 4-й, потом в 17-й, потом 7-й. Как-то так было, по-моему, 4 школы в целом, или даже 5. Я уже запуталась. Сколько у тебя одноклассников? А я не помню вообще. Я помню только тех, с кем я выпускалась, и те, которые были в 4-й, потому что в 4-й я 2 раза, получается, училась. И у меня там была не очень хорошая история с буллингом, из-за которой я ушла в 17-ю школу. Вернее, меня перевели в 17-ю школу из-за буллинга. Я была такой, типа, пай-девочкой. Ну, в общем, в этих школах совсем обрусела, забыла якутский язык, перестала на нем разговаривать. Так что даже на каникулах не могла на нем говорить. Меня булили еще и на каникулах. Якутские детки. И у меня такой блок появился, и я не развивала вообще якутский из-за этого блока. И вообще как-то подзабила на него. И сейчас я понимаю большую часть, но, допустим, какое-то там тараторение по телевизору я плохо понимаю. Или какой-то длинный рассказ могу что-то упустить. Но в целом, о чем речь, я понимаю. Ну и мелкие какие-то такие слова, бытовое общение, это, в принципе, можно, но я просто не могу там 2-3 предложения нормально связать. То есть получается, что из-за того, что в детстве давили, даже не давили, а смеялись, наверное, больше, да? У тебя прошла вообще напрочь мотивация продолжать Во-первых, давили говорить, а когда на меня давят, я делаю наоборот. Это похоже на то, что я делаю с своей дочкой. Когда она что-то говорит на якутском, я ее прямо смеюсь и радуюсь, и типа давай. Но, возможно, это выглядит, типа, я смеюсь над тем, как ты говоришь. Ну, я стараюсь так не показывать, но все равно. И вот у нас есть эпизоды, когда я ее заставляю говорить на якутском. Типа, отвечай мне на якутском, я тебя не понимаю. Вот примерно так. Но, ну, это смотря как еще. Меня как-то, не знаю, меня все это наоборот отторгало, заставляло не говорить. Но и было это не в супер мягкой форме. Это было... Сколько тебе лет тогда было? Ну, это все вот мои летние поездки на каникулы. Ну, ты подросток была уже здесь? 7 лет, 8 лет. Это я подростком уже меньше ездила, до 15 постоянно был, до 14, наверное. Сенокос, всякие, ну, конечно, сбор ягод и все такое, какие-то еще даже подработки были такие смешные денежные, когда мы турнепс пропалывали и все такое. Но все равно остались очень ностальгичные вообще воспоминания о тайге, и если, вот я говорю, если возвращаться, то очень хочется в первую очередь в тайгу и на подольше, поменьше города. Ну и с возрастом я понимаю, что это все больше и больше накрывает. Ну, поэтому, наверное, старички все такие ностальгичные и хотят возвращаться на родину. У меня это... Я начинаю это больше и больше замечать. Если раньше не то, чтобы мне хотелось, но хотелось, но не так, чтобы... Да, вот в старости я обязательно вернусь и поживу в избушке, там, без интернета, без всего, такой полный детокс, как моя бабушка. Балася. Да, чтобы вообще тайга. Там. Было такое время, когда мы к отцу в тайгу уезжали на пару недель, туда, где нет электричества, люди не живут в ближайших 25 километрах, медведи ходят, и это было что-то с чем-то, конечно, больше как приключение, а сейчас я это воспринимаю как какая-то привилегия, какой-то мега экспириенс такой. Обязательно надо сделать еще раз. Да? Да. А на сколько времени ты бы на такое приключение уехала? Ну вот как раз недели на 2, наверное, уехала бы, да. Это такой какой-то такой срок безопасный, на который можно бросить все события в мире. Мы даже после этих 2 недель тоже такие вылазили из лесу, как дикие. А это был как раз год, когда пророчили в августе конец света, и мы, сидя там в тайге, думали, а мало ли конец света уже случился, а мы выйдем сейчас, и мы ничего не знали, ни радио, ни света, ничего нет. Да, и выходили как дикие, и очень было интересно, а вдруг действительно что-то произошло. А сейчас с этими событиями думаешь, вот уйдешь, бросишь этот мир на 2 недели, и реально что-то случится.
вернешься, будет Да, все по-другому. сейчас же концентрация событий на квадратный год. Квадратный год, да. А в каких странах Азии ты жила? Первые 2 года в Индии, дальше полгода в Таиланде, ну, скорее так, просто прыгали туда-сюда в режиме туристов. В тот момент была с моим тогдашним бойфрендом. Решили пожить в Индонезии, пожили полгода тоже. Мы тогда вели очень активно travel-блог о медленном туризме, скажем, travel living, когда ты путешествуешь и живешь подолгу в каждом месте, почти как локал, чтобы меньше тратить. Не в режиме туриста, а в режиме почти местного человека. Конечно, мы нигде не сошли бы за местных. Все равно в глазах местных мы всегда туристы. Но прочувствовать, как живут местные. Да, и мы рассказывали в блоге, как выбирать жилье в аренду дешевле, естественно, не в отелях, как путешествовать дешевле, как посещать достопримечательности постепенно, не галопом, а вдумчиво, вникая в культуру, в то, как люди живут. И будучи в Индонезии, мы думали о том, какая страна станет следующей, на следующие возможные полгода или год. Услышали о Филиппинах, много хороших отзывов, хотя о них особо не думали. Уехали на Филиппины и через год, по-моему, там расстались и пошли каждый своим путем, но в итоге он прожил на Филиппинах, по-моему, лет 12, я лет 5. Да, я лет 5, но в таком режиме, что я полгода жила на Филиппинах, полгода где-то еще путешествовала или пробовала жить в Индонезии снова. И, в общем, когда я увлеклась в Индонезии ювелирным делом, оказалось, что на Филиппинах я этим делом заниматься не могу, просто неудобно, нет толком ни материалов, ни инструментов, ничего подходящего. И я решила вернуться в Индонезию, и где-то года 3, наверное, я скакала туда-сюда, полгода Филиппины, полгода Индонезия, потом решила все-таки закрыть историю с Филиппинами и базировалась в основном в Индонезии, но уже потихоньку исследуя Европу. То есть я приезжала пару раз на несколько месяцев, сначала как турист, потом как разведчик, история с Испанией и Португалией. И когда уже совсем петух клюнул, то есть сначала ковид, потом война, я подумала, что мало ли дальше еще хуже, и нужно переезжать сейчас. А ты все время, что ты жила в Азии, вообще в эмиграции, скажем так, ты всегда была фрилансером или у тебя была, не знаю, история с наймом? Оно было как-то связано немного, потому что первые пару лет, наверное, я подрабатывала на прошлых своих боссов, по прошлым работам, которые продолжали мне заказывать иллюстрации, фотографии. Я в Питере до этого проработала 2 года фотографом, и были кое-какие связи, по которым у меня были заказы на именно travel-фотографию в Индии, в таких полутибетских местах, скажем. Вау! И параллельно рисовала картинки для ЕКТРУ на моего бывшего босса, который остается другом по-прежнему, Арсен Томский, мне периодически заказывал картинки для сайтов. Но это продолжалось не сильно долго. Какое-то время мы жили уже, скажем так, на то, что приносит блог, хотя это было немного. По тем временам за рекламу мало кто платил, и реклама не очень прям уж работала, как сейчас она работает с инфлюенсерами. Тогда вообще не было понятия инфлюенсеров, но у нас уже был свой отдельный блог, который мы завели после Life Journal, если кто-то вообще помнит этот Life Journal. Да. И он какое-то время нам приносил какую-то минимальную денежку, на которую мы как бэкпекеры продолжали путешествовать. На Филиппинах уже я решила, что мы не так уже скачем по странам, мы уже там были больше года, по-моему. Я начала заниматься хендмейдом, его сложно объяснить, это бумажные куклы, некоторые, возможно, видели, слышали, я давала несколько интервью по этому поводу якутским СМИ тоже, потому что все еще продолжались вопросы, как я живу, потому что в Якутии я занималась фотографией, веб-сайтами, и с тех пор люди меня как-то не теряли и продолжали узнавать у меня, как я дальше живу и развиваюсь уже не в Якутии.
Я никогда раньше не была в мастерских ювелиров. У меня папа имеет свою мастерскую в гараже, и я примерно видела, как это выглядит, когда очень много деталей, очень много инструментов лежит. Вот примерно такое, только здесь такое более, знаешь, женское, с такими мотивами. Вот куколки и твои работы уже здесь висят. Это очень интересно. И ты для меня первый человек, который показал, как это может выглядеть с женской стороны. Нет. Я, наверное, у себя в семье тоже первая женщина, которая работает прямо вот в мастерской ремесленной, потому что так получилось из-за, я не знаю, гендерных каких-то установок, наверное, консервативных, когда у меня вся мужская половина якутской семьи ремесленники, художники, то есть прям холст, масло, графика, иллюстрация, резьба по дереву, льду, кости. И всем этим занимаются мужчины. Женщины, максимум шитье, вышивание, но тоже на очень приличном уровне. И вся женская половина – учителя, педагоги, школы и университеты. Но вот это все с мастерскими моих отца, дядьев я наблюдала в детстве, и меня прям отец таскал по мастерским, показывал, как что делается, даже брал на что-то подобие мастер-классов, чтобы я пробовала. И, видимо, это как-то зародило зерно, скажем. А вот скажи, как ты пришла вообще к ювелирному мастерству? Ты с детства хотела? Нет, хотя Харьялах – это деревня кузнецов, там даже на въезде такой большой памятник кузнецам, но в детстве я с этим делом особо не сталкивалась, потому что все мои родственники в основном художники, прям живописцы, холст, масло, графика, резьба по кости, дереву, льду. И работы с металлом там не было, но однажды меня отец брал на, скажем, такой воркшоп в Дом художника в Якутске. Его друзья разрешили пользоваться печью и попробовать такую перегородчатую эмаль на меди. И это было очень интересно, но не то чтобы это какую-то мысль мне заложила по работе с металлом. Я дальше ушла полностью в диджитал, была веб-дизайнером в Саха-интернете какое-то время. И большая часть моей фрилансерской работы в первые годы путешествий была цифровая. А потом уже, когда я занялась куклами, я поняла, что я дальше хочу продолжать работать с каким-то материалом, который солиднее, тверже бумаги. Долговечнее, да? Да. И когда-то я была большим фанатом серебра, у меня его было очень много, просто коллекция украшений, но как просто потребителя. На Бали очень классные для этого условия, удобные, сильные давние традиции работы с серебром, своя особенная филигрань, свои техники, деревни целые ювелиров со всеми материалами, камнями. Не сказать, что там есть адекватное обучение, но есть воркшопы, и в принципе я самоучка, но я начала с одного такого воркшопа. Я сама сейчас даю эти воркшопы другим людям, но тогда я сходила вот на такой один. Я попробовала только батик и воркшоп по работе с серебром. Планировала еще керамику, дерево, но остановилась на себе, потому что мне это очень понравилось. И я подумала, что да, вот это вот то, что я хочу. И дальше я уже сама с Ютубом, с туториалами ютубовскими, их там много, поняла, что не обязательно продолжать с учителем, можно, в принципе, и стать самоучкой. Это был долгий, конечно, и нервный путь, сейчас я это понимаю, но все получилось. Вот я здесь, работаю ювелиром, сама преподаю. Не совсем... Мне кажется, вообще офигенный путь развития, и немножко такое даже... Это же развитие после того, как ты сменила деятельность, сменила такой вот область деятельности, и потом такой рост органичный и
такой успешный, мне кажется, очень круто. Это все связано. Я видела твои украшения, они очень красивые. Спасибо. Это все связано. Даже веб-дизайн, мне кажется, связан с этим. То есть все это в рамках какой-то графики, и навыки по графике, фотографии сейчас очень сильно помогают. Я что-то отрисовываю для украшений, вырезаю, потом это фотографирую их сама. Некоторые меня спрашивают, какого фотографа я нанимаю, но мне вот как раз все мои предыдущие навыки работы фотографом, что в Питере, что в путешествиях, помогают сейчас очень сильно. Я как человек-оркестр всем занимаюсь сама, но таких на самом деле много художников по ювелирной части, которые сами себе и фотографы, и маркетологи, и все-все-все. Да. Некоторые ютуберы тоже такие, сами все, режиссер и монтажер. Да-да-да. А поделись, пожалуйста, каким-то вот лайфхаком, что ли, вот если ты меняешь область деятельности, как потом не опустить руки, если что-то не получается с самого начала, и как удержаться, вот продолжать делать то, что ты начала делать. Или ты, например, это связано больше с тем, что вот ты прыгнул, а там дальше держусь, или ты, наоборот, очень долго запрягаешь, готовишься, и потом, когда ты понимаешь, что ага, я готова, и прыгаешь уже. И это, не знаю, я, наверное, в ювелирку сразу прыгнула, то есть зажглась с первого воркшопа, и дальше даже не было мысли, что у меня что-то не получится, и я могу это бросить. Вообще почему-то такой мысли не было. Была мысль, что надо учиться, пробовать. Психовала, конечно, периодически, когда чего-то не получалось, но не было даже размышления о том, что а вот если не получится, что я буду делать дальше. Да? Даже такого страха не было. Это, получается, такая уверенность была, что это мое? Ну, я не знаю, может, я просто супер упорная. В принципе, почти каждое дело, за которое я вот прям с огнем берусь, оно мне рано или поздно получается достаточно хорошо, чтобы на нем зарабатывать. Наверное, просто потому что я что-то не помню такого, чтобы я вовлекалась в то, что мне не, кажется, в чем я была бы не уверена. Если это все в каких-то пределах такой креативной работы с визуалом и руками, мне кажется, у меня получится. Если бы я сейчас ушла в резьбу по дереву, если бы я ей действительно увлеклась, то вот этот вот кураж, увлечение, они довели бы до определенного уровня. И этот кураж, он чувствуется заранее, как бы нет у тебя куража, ты не начинаешь, и когда начинаешь, у тебя аппетит приходит во время еды, ты распаляешься. Вот так я и выгорела. То есть я первые полгода не хотела есть, не хотела спать. Ну, как я не хотела, мне надо было, но все время казалось, что так жалко времени, не хватает этих 24 часов в сутках, и еще какие-то, 8 часов из них уходят на сон, какие-то 2 часа уходят на еду. Да хотелось просто не есть, не спать, каждую минуту хотелось сидеть за столом и работать. И да, я просто доработалась до того, что наработала себе страшную бессонницу, и где-то, я не знаю, на полгода, наверное, у меня не то чтобы опустились руки, но пропал запал. Но потом все вернулось потихоньку. По поводу выгорания. Вот я слышала действительно, что очень многие, которые переехали именно в Португалию, они несколько лет ждут вид на жительство, карточку, и до этого не имеют права выезжать. И реально вот многие очень сильно устают, и эмиграция для них уже не та эмиграция, вот, прикольная, веселая и лайтовая, а уже как будто такой ты застрял, не в тюрьме, но вот ты как будто застрял, и уже не так сладко, условно. И вот люди начинают именно выгорать с точки зрения усталости, ожидания, неизвестности и так далее. Вот понятное дело, что у тебя нет такого выгорания сейчас в Португалии, но вот поделись вот тем выгоранием, которое у тебя было именно профессиональное, именно по деятельности. Как ты вообще осознала, что это выгорание, и как ты оттуда начала выкарабкиваться? То выгорание, которое у меня было еще на Бали. Да. Но
Осознать это было, в принципе, легко. Я быстро уставала, я мало спала, и вот это мало спала со временем превратилась в такую бессонницу, которая совсем не радовала. То есть, если раньше я хотела, чтобы у меня было больше часов рабочих в сутки, то это превратилось в то, что я спала просто по полчаса в сутки и была в каком-то таком странном энергетическом хайпе, нездоровом, что было мне понятно, что это нездорово. И это продолжалось долго, длилось месяца 2, наверное. Но тогда у меня была такая как бы командировка в Россию, где это начало более-менее поправляться, наверное, за то, что там была зима, и там я не могла там работать за столом, я просто делала свои дела. И после этого я поехала на месяц к подруге на Филиппины, очень знакомую мне страну, в почти родные места, и там у меня все вернулось к норме. Это был как бы такой очищающий отпуск, скажем так. А здесь было, наверное, не выгорание. Вот прошлым летом, наверное, больше физическое выгорание, потому что я не ожидала от лета такой активности. Я здесь провожу мастер-классы по ювелирному делу. Люди приходят на однодневные воркшопы по фану, сделать себе украшения на память. Очень часто пары, в основном пары, чем одиночки. И это практически безостановочное говорение на протяжении нескольких часов, иногда до 6 часов. Стрессово довольно, потому что это студенты. Я все-таки учитель, я должна следить за каждым шагом, и работа с опасными инструментами, с огнем. И летом люди никуда не рассосались почему-то, начали активно ходить на мои мастер-классы больше, чем обычно. То есть зима была очень спокойная, я боялась, что лето будет никаким, и я мало заработаю. Еле сводила концы с концами, чтобы платить за дорогую аренду, она здесь везде дорогая, в принципе. Но как оказалось, что все хорошо и клиентов много, и я на радостях как бы на все соглашалась. У меня было по 5-6 мастер-классов в неделю, то есть я могу только один в день провести, и за неделю у меня было 1-2 выходных, что с моей работой маловато. Мне нужно как минимум 3 выходных, чтобы в адеквате работать. 2 подряд дня, там день выходной, 2 подряд, день выходной, вот какой-то такой. Но иногда было по 4-5 дней подряд, и я просто физически уставала. У меня начала отказывать поясница, я не согнуться, не разогнуться, я начала пытаться понять, откуда это, и отчасти это было от работы. Там еще был матрас виноват, но работа очень сильно повлияла, конечно. И только где-то к концу сентября, в октябре это пошло на спад, и я могла как-то выдохнуть. Зима прошла, в принципе, более-менее хорошо, и к апрелю я уже решилась повысить цены, чтобы снизить количество классов в неделю. Это, в принципе, сработало. Апрель прошел ровно, без выгораний, без особого уставания. Вот сейчас в мае немножечко что-то все расстроилось, но в жизни фрилансера всегда так. Ты никогда не знаешь, каким будет следующий месяц и по каким причинам он будет на пике или наоборот. Это все жутко непредсказуемо. Я почему-то рассчитывала на хороший май, но сейчас я вижу, что он очень спокойный, даже сильно спокойный, что меня тревожит. И такое даже ощущение, что люди после блэкаута не то чтобы как отрезало, но как будто поняли, что им действительно нужно, и, может быть, украшения у них пока не на первом месте. Здесь, в Португалии, когда ты ведешь мастер-классы и воркшопы со студентами своими, на каком языке ты разговариваешь? На английском, конечно. Португальский у меня не такой, вообще он у меня пока никакой. Можно сказать, я понимаю многое. Даже, наверное, сейчас я понимаю примерно на уровне якутского языка, который я понимаю, не все. И говорить пока тоже не могу. То есть я могу несколько предложений связать, но через экони-бэкони с грамматическими ошибками у меня еще все сидит какой-то вот этот блок. И я себе пока не могу позволить вести классы на португальском. Но ко мне приходят в основном такие невозрастные, более-менее молодые португальцы, которые хорошо говорят по-английски. Вот, например, в Испании я бы не смогла так работать. В Испании очень низкий уровень знания английского языка, и даже молодые с трудом либо говорят, либо не говорят вообще. Разве что в Мадриде, может быть, говорят, но и то не сильно заметила там такого. То есть Испания по многим причинам для меня не, и в том числе вот по этой, то, что мои потенциальные клиенты не говорят по-английски. На английском я говорю свободно, классы для меня вести не проблема, наоборот, даже иногда бывает легче, чем на русском, потому что я училась вот этому ремеслу на английском языке, и все термины у меня больше база какая-то на английском.
Треть тех, кто ко мне приходит, русскоязычные, переехавшие сюда. И треть всякие экспаты, то есть первая треть, вот я португальцев имела в виду, прям тех, кто здесь же живет и родился. И вот последняя треть это экспаты разные, американцы, нидерландцы, или как, голландцы лучше сказать, голландцы, британцы, всякие. Понятно. А как ты выучила английский? Это тоже такая тягомотина была поначалу, потому что тоже был блог, но этот блог в основном был из-за того, что я путешествовала тогда со своим бойфрендом, с тем, которым мы travel-блог вели, и за нас говорил он. То есть у меня даже как будто не было толком практики и стимула, потому что всегда вещал он, а я просто сидела, кивала и так, да, нет, и на уровне снять номер я могла, а поддержать беседу, рассказать о себе, ну как-то туго очень. А после того, как мы расстались, я переехала на другой остров, и там у меня случилась вторая молодость, бары, дискотеки, вот это вот все, новый спорт, такая, знаешь, активная, очень социальная жизнь, гораздо более активная, чем до этого. И я вынуждена, можно сказать, за несколько месяцев очень сильно подтянула английский, просто вот так вот знакомясь с людьми. На практике? Да. Ага. А база школьная у тебя была, получается? Нет, в школе я учила немецкий, в универе тоже немецкий, но это был очень странный немецкий, потому что он был бизнес-немецкий, и я могла составить, например, бизнес-письмо на немецком языке, а сказать «собака жрет траву» я не могла. Это тоже меня напоминает, потому что я в своем политехническом институте изучала бизнес-английский, а летом в студенчестве работала вожатой в лагере, лагерь на Туймада, куда приезжали румыны, казахи, болгары, и я была вожатой у румын однажды, и мне надо было сказать: дети, пошли сейчас ужин перед сном, мы едим булочку и пьем кефир. И я не знала, я смеялась, что я могу рассказать, как работает подшипник на английском, а вот как сказать, пошли пить кефир, я не знаю. И мне ребята шутили, говорили: скажи им кефир. И я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Да. Ну, то есть не пригодился мне никак немецкий, но когда я оказываюсь в немецкой среде, я внезапно обнаруживаю, что я частично понимаю речь. Ну, там какие-то глаголы, грамматику, о чем в прошлом они говорят, или о будущем, по мелочи. Прикольно. Вот это, получается, по жизни очень много пула языков. Да, я даже на хинди говорила какое-то время, потому что мне было очень интересно. Я еще до переезда в Индию учила его по классическим учебникам. Вернее, был один такой более-менее современный, не супер старперский учебник. Когда я приехала в Индию, я попала в среду с детьми, в семью с детьми. И эти дети прокачали именно разговорный английский очень легко, потому что эти дети были без осуждения, естественно, в игровой форме, когда я вынуждена была говорить, и я не стеснялась. И это очень сильно помогло. Какое-то время говорила, да, и меня потом даже, не то чтобы потом, тогда я говорила на хинди и понимала хинди лучше, чем якутский, потому что якутский у меня выветрился уже давно, с тех пор, как я переехала в 5-летнем возрасте, меня переехали в город и отправили, как сказать, в русский садик, потом в русскую школу, абсолютно русскоязычная среда, и я напрочь разучилась говорить, у меня остались только какие-то остатки понимания, но никакой разговорной речи. А вот с хинди тогда была хорошая разговорная речь, я могла себе рассказать, могла что-то спросить, сказать, сделать. Со временем без практики, то есть я его подрастеряла, хотя сейчас я вот живу в иммигрантском районе Лиссабона, где очень много хинди говорящих людей, потому что это Непал, Индия, Бангладеш, и для них общий даже не английский, а хинди. Они друг с другом частенько на хинди говорят, я слышу с улицы или там в кафешках, я их понимаю и радуюсь, и даже могу что-то ляпнуть. Мне очень жаль, что ты столкнулась с буллингом. Вот можешь ли ты чуть-чуть, не знаю, поделиться, каково это было? Потому что, ладно,
лучше я начну, потому что я тоже сталкивалась с буллингом на протяжении в школе, в классе и на протяжении нескольких лет. Там, после каникул все хорошо, а вот уже зимой к весне все, уже мы с тобой не хотим дружить, где-то иди, и ты самая, там, не знаю, самая неприятная девочка на свете, мы тебя не любим. Ну вот посыл такой был, понятно, что так не говорили, но я очень долго восстанавливалась после этого. И мне это вообще вот весь буллинг надоел, я хотела перейти в другую школу. Но моя сестра меня отговорила, говорит, вот если ты перейдешь сейчас в другую школу, то там тоже будешь новенькая, ну не то, что тоже, ты там будешь новенькая, и есть великий шанс, то, что тебя там тоже будут булить. Поэтому, ну вот, попробуй здесь помириться, попробуй здесь вот разрешить ситуацию. И в итоге я все равно через несколько лет после этого поступила уже в свою последнюю школу, с которой я выпускалась, в РК. РЛИ. И там уже все сложилось гораздо лучше, нормально. Но меня вот ситуация с буллингом волнами вот так вот приходила, уходила, приходила, уходила на протяжении вот до... В смысле, вот с новым моих 30... буллингом или такие шоки старого буллинга? Авторшоки были, плюс каждый раз, когда я в новое, какое-то что-то новое прихожу, был страх. В коллектив новый, мне кажется, что вот сейчас скоро вот меня сейчас будет буллить, ну, условно, такой страх остался. Как вот ты сталкивалась, вот как для тебя прошел буллинг, как для тебя сказался опыт буллинга, восстанавливалась ли ты после этого и вообще как ты это пережила? На удивление спокойно, и у меня не было такого, вот как часто в кино показывают, когда у детей большая психотравма, и они либо мстят в будущем, либо это как-то сказывается на их личной жизни, работе, восприятии себя. Мне кажется, что у меня довольно безболезненно легко прошло, несмотря на то, что перевели меня резко после одной истории, когда меня избили сильно. Господи, то есть, это у меня было, такого не доходило, конечно. Ну да, но у меня это все было на основе того, что я типа пай-девочка. Я сижу на первой партии, нравлюсь учителям, они считали, что я подлизываюсь, и вот это вот все. И меня как вот после этой истории там был педсовет, чуть ли не отчисление, когда это все узнали. Отчисление? Нет, тех, которые меня булили, да. Я этого уже всего не видела, потому что меня сразу после этой истории перевели в 17-ю школу резко. То есть не было какого-то такого переходного периода, я просто бам, и учусь в другой школе. А там как-то не было буллинга новичков, эта школа вообще была более... Она хоть и тоже была в таком деревянном старом здании, но, по крайней мере, не в таком неблагополучном районе города. А 17-я школа это за ДК Колоковского или нет? Нет, 17 это... это где театр оперы и балета. Да, театр. Сейчас я вижу, по-моему, нет, это такое деревянное здание было маленькое, может, какое-то, по-моему, она куда-то переехала, да. А потом заканчивала я вообще 7-ю каменную школу, которая вот рядом с китайской стеной, там вообще все хорошо было, так, более благополучные дети, вернее, из благополучных семей, более развитые, такие же паиньки, как я, и вообще я заканчивала уже с конкуренцией других паинек, и поэтому там вообще никаким буллингом даже не пахло. Причем это тоже были такие тинейджерские годы, но более такие благополучные семьи, что ли. 4-я вообще считалась неблагополучной, хотя это была не специальная 4-я школа для... Там есть еще какая-то, оказывается, была еще какая-то специальная. Коррекционная школа? Ну, типа того, да. А это была типа нормальная, но она все равно... Ну, я переживала недолго. Даже, по-моему, не особо интересовалась тем, что там дальше происходило. Просто как будто, ну не то чтобы забыла такое, но было, ладно, фиг с ним. Сейчас все хорошо и нормально. Я вообще довольно быстро переживаю вот такие вот какие-то, можно сказать, потрясения, которые на других людей, может быть, там произвели сильное впечатление и сказались бы на следующей жизни, последующей. А у меня нет, как-то, я не знаю, может, я толстокожая с детства. То, что я все детство росла сиротой, считаю, потому что мамы уже давно не было, она умерла, когда мне было 5 месяцев, я ее вообще не знаю. А отец на тот момент жил с другой семьей, приехал позже, когда уже 2 детей других было. Я считалась сиротой по документам, чтобы получать пособия всякие. Но при этом вообще не было какого-то ощущения себя сиротой, потому что было все равно очень много родственников, тёть, дядь, которые взяли меня на попечение. Бабушки обе. В общем,
никаких вот таких вот мыслей, как, вернее, ситуаций, как в кино, когда дети страдают при отсутствии родителей, там, одного родителя или второго, или обоих. Я вообще такого не ощущала. У меня такое ощущение, что у меня было абсолютно ровное и счастливое детство, даже в этот буллинг весь не в счет. Либо я была просто толстокожая. Может быть, сейчас даже толстокожая. Как интересно. Вообще, очень похожий просто опыт, но переживания по-разному. Я, например, очень близко к сердцу восприняла. Но в итоге-то мы помирились в итоге, вот перед тем, как мы перешли, перед тем, как я перешла в другую школу, но все равно я долго переживала, честно. И такой авторшоки остались. А вот, блин, ну избить это же вообще, это хрень. Это жесть. А вот ты потом говорила, что ты вернулась обратно в четвертую. Это было после этого или до? Это было до. Это вот когда я вернулась в четвертую школу, это примерно тогда было. И прямо с начала учебного года, когда картошка была, если помнишь, была такая фигня. После прекрасных каникул очередных деревенских каких-то, вот это такой возврат в школу был. Это был, по-моему, класс 8, что ли. А потом я уже в 17-й училась и 7-й. Ты не рассказала, где ты английский-то выучила, грамматику. Понятно, что ты на практике учила, или это только практика была и только все? Практика была, да. Не было никаких специальных учебников, все на ошибках. И потом появились чаты, и стало гораздо не то чтобы проще, а именно грамматическая часть начала подтягиваться. Я по русскому граммар нации, так что я старалась не допускать и быстро, не допускать ошибок и быстро подтягивать английский тоже. Кстати, моя мачеха тоже педагог, преподаватель. Но она не якутка, у нее очень тоже интересная история. Она сама, можно сказать, иммигрантка, которая в Якутии оказалась как бы в чужих краях, скажем так, потому что сама выросла в Корякском округе, по-моему, так называется, на Камчатке, и чукчанка по происхождению. Прямо человек, который вырос в чукотской деревне, состоящей из Яран, и росла, получается, в стойбище оленеводов. И это очень интересная история в целом. И она один из редких специалистов по чукотскому языку, один из редких таких именно академических носителей, который может преподавать. И она периодически преподает чукотский заочно для студентов, изучающих малочисленные народности севера. Вау, как интересно! У нее тоже был, получается, такой иммигрантский опыт в окружении людей, говорящих на другом языке, но она даже, будучи уже не ребенком, все равно, это мне, наверное, упрек такой, я свой якутский поднять не смогла, несмотря на то, что я в детстве говорила, в глубоком детстве говорила на якутском. А мачеха моя в взрослом возрасте начала говорить на якутском и что-то понимает, что-то может сказать и даже... Какая у тебя крутая мачеха! А ты знаешь, как они познакомились с твоим отцом? Отец тогда доучивался в Академии художеств Репина в Петербурге, в Ленинграде тогда. Ух ты! А мачеха училась... Ой, блин, я не вспомню, наверное, как сейчас, как называется ее учебное заведение, но что-то вроде Института малочисленных народов. Вот прям чуть ли не так и называется. Тоже в Петербурге? Да. Угу. Я даже помнила фамилию, в честь кого это названо было. Сейчас позор такой, я не могу вспомнить. Ладно. Они познакомились где-то на студенческих мероприятиях там, да. И она как-то рассказывала, да, что они участвовали в историческом первом телемосте между СССР и Западом, и это было очень интересно. Она знает людей, которые были звездами на тогдашнем телевидении, как знает, виделась, общалась из-за этого телемоста. А у меня голова дырявая, я не смогу все это красиво рассказать, но я очень хочу, чтобы она записала аудиоподкаст о своей жизни, о детстве, о чукотском детстве, о якутской взрослой жизни и о жизни в Ленинграде.
ее дети родились в разных городах, так что это все было бы очень интересно послушать. Так что я сейчас уговорю ее, наверное, сделать подкаст такой. Да, было бы интересно, особенно если это носитель чукотского языка. Да, таких мало остается, прям те, которые хорошо знали бы, прям на хорошем уровне, люди, которые могут сохранить язык и передавать его кому-то еще. Давай посмотрим твои украшения, твои изделия. Смотри. Я не знаю, как сказать. Ну, смотри. Я вижу очень много птиц, ромбиков, змей и скаты. Вот, а почему именно эти животные? Горы еще есть. Ну, змеи, не знаю, мне нравится змеиная тема, форма, и рисовать ее, и располагать. Это, наверное, отчасти что-то из геометрии тоже, игра с формой, как и геометрическая, вот это вот с ромбиками. Крылышки, птицы все идут от якутской папиной птички. Какие-то растительные мотивы, ну это понятно тоже. Колосок, да, такой или такой? Да, это травушка. Что там еще было? Скаты. Скаты. У меня из морской темы у меня были еще морские коньки, и вот сейчас скаты. Это уже влияние Юго-Восточной Азии. Там мне очень хотелось с этими скатами поплавать, я еще не успела. Вот, кстати, тоже гештальт, который нужно закрыть как-нибудь, съездить, все-таки поплавать с этими скатами. То же самое про рыб и морских коньков. Это все южноазиатская тема. Ракушки использовать не хочется, потому что это слишком, кажется, мейнстрим такой. Кстати говоря, мне сейчас пришло понимание, что скат — это такая как будто морская птица. У нее тоже такие есть крылья. Есть такое, да. Ну, у меня даже если нет конкретно птички, где-то есть крылья. Мотивы ты используешь в своих работах, и чем ты вдохновляешься? Я стараюсь как не то чтобы изобрести что-то свое новое, но прийти к какому-то своему стилю, по которому могли бы меня узнавать. Якутский я специально не... Якутские мотивы я специально не вшиваю туда, но говорят, что они у меня естественным образом вылезают. И даже если мне кажется, что я вот, допустим, в эти серьги, вот серьги с висюльками, ничего такого не вмещала и не имела в виду, я получаю комментарии все равно, что ой, это так похоже на якутский стиль, на что-то этническое, что-то там чуть ли не трайбл, шаманское. И вообще, что от моего... Вот, просто людям кажется, что у меня уже есть. Мне лично не кажется, что у меня уже есть стиль, потому что я постоянно чему-то обучаюсь, и мне кажется, что этого стиля нет, и я все еще его ищу. Но людям кажется, что у меня уже есть какой-то стиль, который, да, почерк, который они узнают и называют именно что таким вот языческо-шаманско-этническим. И хочешь, не хочешь, мол, твои корни все равно сами вылезают. У меня есть некоторые вещи, где я специально подчеркивала референсы к якутской культуре. Очки, которые я сделала несколько пар всяких сумасшедших очков, одни из которых купили на Burning Man, но некоторые лежат еще не проданные, и в том числе вот эти якутские, где я как референсы брала и снеговые очки, и аллукмас, и вот эта вот вся история с висюльками. Интересно, конечно, я даже не знаю, наверное, что, возможно, это имеет какие-то ритуальные значения, включаю. Наверняка эти висюльки имеют какое-то значение. И мне стыдно признаться, что я этого не знаю, но нужно использовать это, наверное, как-то умеючи. В интернете контента на тему якутского ремесла. И, возможно, уже скоро появится обозначение и объяснение того, что это, как это. Ну, вообще мне говорят, что это нужно использовать во всех направлениях. Ну, в смысле, по полной использовать свою якутскость, скажем так, свою национальность, свою часть своей национальности, вот это, потому что это все-таки уникальная самобытная культура.
неизвестны очень многим людям, особенно здесь, в эмиграции, когда я рассказываю. Кто-то знает, что такое Якутия и где она, кто-то вообще без понятия, приходится объяснять, что это... Вот знаете Сибирь, а за Сибирью есть вот такие места. И когда начинаешь им показывать якутские национальные украшения, люди впадают в шок, потому что никогда ничего подобного не видели, и удивляются, как это вообще где-то может быть, как, ну, вот, совершенно для них непредставимое раньше. И иметь такую культуру у себя в крови, в анамнезе, это как мне одна подруга сказала, это суперсила, которую нужно обязательно использовать. Расскажи, пожалуйста, как ты определяешь стоимость своих продуктов, своих изделий? Ой, это одна из самых сложных, страшных тем для любого, Фрилансера. скажем так, да, и фрилансера, и ремесленника. Если кажется, что, допустим, графический дизайн сложно оценить, а материалы легче, ну, в смысле, когда человек работает с конкретными материалами, то нифига подобного. Не знаю, как там с золотом, золото гораздо дороже, но серебро, например, дешевое. То есть если смотреть на себестоимость, это, грубо говоря, в сыром виде 1 евро за 1 грамм, ну, допустим, вот такое кольцо, это, по-моему, было где-то 13 грамм, ну, себестоимость 13 евро, без учета каких-то там использованных материалов для изготовления, допустим. Чисто металл это всего лишь 13 евро, но продавать я это буду примерно, ну, как минимум за 130 евро. То есть, а то, что оно в 10 раз больше, это все базируется на годах обучения и опыта, на куче инструментов и материалов, которые я покупала для того, чтобы это создать. Всякие под материалами я имею в виду всякие расходники тоже, которые вот каждую неделю практически приходится покупать для полировки, там химикаты и все такое. Это все стоит немного, но когда ты производишь что-то в больших объемах, это все считается. Но это не главное, это тоже составляет какую-то такую, ну, очень малую долю цены. Самая большая доля цены в ювелирки это как раз опыт, скиллы, потому что они все-таки не каждому человеку. У меня любой человек на воркшопе может что-то подобное создать. Несложное, то, что требует там максимум 6 часов за столом. Но что-то более сложное, оно, естественно, требует годов опыта. И вот как ты оцениваешь свои года опыта, плюс свой стиль, уникальность, востребованность, то есть я вижу, как у некоторых ювелиров вещи из серебра и даже латуни стоят по несколько сотен евро, не просто потому, что там материал и тоже много лет опыта, но и потому, что есть свой очень четкий, узнаваемый определенный стиль, и он востребован, скажем так, подписчиками, фанатами этого стиля, конкретно этой ювелирши, допустим, женщины. Еще зависит от степени, как ты преподносишь это. И от как бы степени наглости тоже. И от того, ну, тут у профессионала это в основном часто зависит от того, во сколько ты оцениваешь час своей работы. Я, например, не могу его оценить дешевле 25 евро в час, и то это в среде ювелиров считается довольно низкая цена, дешево. Это не рассчитывается какой-то специальной формулой, ее сложно вывести. Но, допустим, я вложила в изделие 3 часа материалы, и я не могу как бы просить за это изделие меньше, чем, допустим, 70 евро, потому что я со своими скиллами за эти 3 часа сделала его, допустим, довольно сложным и интересным. Новичок за эти 3 часа, допустим, там простое кольцо сделает, как у меня на мастер-классе, и оно не может стоить, там, допустим, те же самые 75 евро, оно будет стоить дешевле. А вот ты говоришь по поводу почерка своего, что ты хочешь свой найти и развить. Я увидела, что у тебя в постах твоих, что у тебя уже есть своя собственная марка, через которую тебя будут идентифицировать, и даже через 200 лет кто-нибудь найдет украшение, и они смогут исторически узнать, что это сделала ты. Да, такие марки
можно поподробнее. зарегистрировать. Я даже сама не знаю всех подробностей, я не знаю, насколько эта база именно португальская или она мировая, но то, что мне было сказано, что это очень старая база, 300-летняя, по-моему, в которой содержатся данные обо всех за это время зарегистрированных марках ювелиров, и часто это вот такие вот, это не компании, это конкретные мастера, которые работают. Там чаще всего их аббревиатуры или логотипы на маленьком таком микроштампе 1 на 1 миллиметр. И вот этот штампик, он как бы регистрируется, создается и ставится на украшениях рядом с официальным штампом качества металла, когда его сначала тестируют, подтверждают пробу, как то, что у нас делается в пробирной палате в России. Здесь это делается в монетном дворе. И там же у них находится вот это мое клеймо личное, как ювелира, которое находится в этой базе. Они ставят это параллельно со знаком качества. Это значит, получается, что это даже не ты ставишь, это кто-то, вот организация другая Они ставит? могут мне отдать это на руки, и я могу этот штамп сама ставить, но так как мне все равно нужно относить каждое украшение туда на тест пробирования и клеймирования вот этим официальным знаком качества, я отношу, и они параллельно ставят это вместе со знаком качества. И да, эта база очень старая, и она будет существовать еще долго, если, конечно, ничего не схлопнется, вплоть до экономик стран, когда всем станет не до украшений. И если кто-то через 200 лет найдет мое украшение, посмотрит его под лупой, чтобы, если захотят вдруг опознать автора. А для того, чтобы у людей возникло такое желание, нужно делать необычные, уникальные, серьезные украшения. Это даже не о дороговизне, не о драгоценных камнях, а именно об уникальности и своем стиле, чтобы у людей вообще возникало желание найти автора потом. Ну и в том числе надо сделать необычный логотип же. Ну, как бы там может быть и любой логотип. Вот я использовала свою птичку. Если будет просто АБ, и завтра такой же логотип будет другого Нет, человека. это база именно, что в ней... зачем эта регистрация нужна? Чтобы найти, не похожа ли эта марка слишком на чью-то другую. То есть они не разрешают. Если есть похожая, но не зарегистрированная, ну, не вопрос вообще, не зарегистрированная вообще не будет считаться тогда маркой ювелира. А так в этой базе сначала проверяют, нет ли слишком похожих, и потом регистрируют уже. Если слишком на что-то похожее или аббревиатура точно такая же, также написанная, то, конечно, не будут это регистрировать. Это должна быть уникальная марка. Там готовые марки тоже продаются, рандомно такие в квадратиках нарисованные сочетания геометрических фигур или линий. Если ты не можешь разработать свой логотип или не хочешь его ставить туда, потому что он слишком сложный, допустим, и не хочешь туда ставить какие-то инициалы или буквы, можно выкупить такую готовую марку. Она уже заранее гарантированно не повторяет ничей другой рисунок. Интересно. А что у тебя на логотипе? У меня птичка. Вот ты, наверное, где-то снимала, мой логотип есть. Для меня это птичка, но некоторые видят маску шамана, ракету, я не знаю, рыбу с крыльями. То есть кому что там видится, а я имела в виду именно птицу. И эта птица как один из моих таких не символов, скажем, а образов, которые я часто использую, идет как раз из папиных картин. Вернее, из папиной графики. У него есть такая там маленькая пухлая смешная птичка, которую он много где использовал в своей графике. И все началось с этой маленькой птички. Она у меня есть в некоторых моих украшениях, серьгах и кольцах. Вот именно силуэт такой птички. Если развивать дальше и делать птицу крупнее, то я вот пришла вот к такому образу, который у меня на логотипе. Классно. Так что он у меня ассоциируется с папой. Вот я понимаю создание сережек, колец, да? А вот как создание каф к тебе приходит в голову? Это же, то есть сережки, почему я понимаю? Потому что есть, ну вот,
крючок, да, который одеваешь, колечки одеваются, то есть способ ношения понятен. А вот каф, это же способ ношения, это же совсем уникальный. Ты это не совсем уникально. Когда-то кто-то придумал делать такие кафы. Вот, а как это к себе в голову так вот? Я же вижу, что другие люди делают. Я не повторяю точно такую же форму, я повторяю, допустим, вот как этот крючок, манеру ношения, допустим, что это продевается в мочку и получается такая диагональ через ухо. Поэтому у меня в голову это вообще не пришло. Но кому-то когда-то такие вещи приходят в голову, другие это видят, но делают это по-своему, как, допустим, я видела такие, но я не видела такие вот с такой рыбой, и я начала делать. Я не претендую на то, что я изобрела способ ношения. Я делаю свои варианты уже существующего способа ношения. У кафов вообще множество разных форм. Это то, что носится за ухом, тоже очень интересно. Я вообще люблю необычные украшения с нестандартной манерой ношения, поэтому... Это сережка или это каф из 3 частей. Его можно носить по отдельности, то есть можно разделять эти части как модульные ювелирки. Можно носить просто вот этот гвоздик. Так. Можно носить верхнюю часть, которая цепляется вот сюда. Можно все это носить с цепочкой вместе втроем, вот как они были сцеплены в начале. Можно без цепочки, то есть нижний камешек и вот это верхняя часть. Так, что у меня тут висит? Тут вообще. И можно этот с цепочечкой. Гвоздик с цепочечкой. Можно и как-то вот так. То есть это один из таких уже альтернативных вариантов. В основном вот эти 3. Как интересно. И таких вещей, вот именно, которые за разные части уха цепляются и такими модулями комбинируются, у меня довольно много. У меня есть модульная коллекция, которую отдельно я показываю в основном на маркетах, потому что там пока не расскажешь, особо не поймешь. Там столько маленьких частей, которые можно собрать в свое украшение как конструктор. И это сейчас все довольно... как сейчас, вот это очень не новый интересно. тренд. Очень мне интересно, вот этот браслетик как носить. Так, у меня пальцы переходящие. Это я вообще была вдохновлена в целом среднеазиатской ювелиркой. То есть я увидела в Ташкенте на бложке такую конструкцию, но она есть и у арабов, и у индийцев. Это в целом, так скажем, Middle Eastern Cultures, традиционные дизайны. Ух ты. А это тоже конструктор или это? Нет, это все цельное и носится только вот таким образом, то есть на один из пальцев так. И у меня есть тоже такой свой браслет. Ну не факт. Вау, как красиво. Я первый браслет такой сделала для себя с такими же синими лабрадоритами. Они такие зелено-золотые, скажем, изредка отливают чем-то синим, в зависимости от освещения. Себе я сделала с голубыми. То есть сначала я сделала свой. Я долгое время носила только свой брак или то, что нужно было оттестить. То есть это были такие, скажем, неполноценные украшения, не совсем мои или полусломанные. И как-то мне кто-то сказал, что я как бы энергетически не очень хорошо поступаю. То есть ношу треснутые камни, сломанные кольца. Я вот не очень верю. Это просто скорее... мне кто-то сказал, это, знаешь, говорит об отношении к себе. Ты лучше сделай что-то действительно классное, чисто для себя, с любовью к себе, и чтобы это было, чтобы ты сама была витриной своих изделий. И поэтому с тех пор я перестала так поступать. То есть я уже не ношу сломанные вещи. Я максимум что-то ношу на тест. И стараюсь иногда себе что-то делать тоже, потому что до этого я была как сапожник без сапог. Вот у нас, мне кажется, в нашем менталитете сапожник без сапог внедрилась под кожу, а вот так, чтобы витрина, своя собственная витрина, это, мне кажется, офигенный совет, очень классно.
как человек, который съездил в столько много стран, пожил много где, и тем более, как ты говорила, это было slow путешествие. Вот в какие страны ты бы еще хотела съездить? Наверное, все-таки хотела бы доехать до Латинской Америки. Пыталась уже 3 раза поехать в Мексику, но по разным причинам не получалось. Последний раз из-за ковида как раз. И это чувствуется каким-то таким незавершенным делом. Но я бы вряд ли там устроила себе какой-то жизнь путешествий, как раньше, slow путешествие. Скорее, это был бы какой-то отпуск, как минимум на месяц, обязательно с Мексикой и, возможно, Бразилией, еще какими-то странами. И в Европе есть еще страны, в которых я не была и которые очень интересны, типа Греции. И в Азии даже в Азии остались страны, в которых я еще не была, хотя там почти везде была. Но, наверное, стоит съездить еще в Мьянму и Лаос, я так думаю. Что именно тебя туда привлекает в этих странах? Тоже, наверное, что-то какая-то незавершенность, потому что мне казалось, что уж за 16 лет в Азии это как-то даже странно, что я там не побывала. И это тоже буддистские страны, в которых мне всегда комфортно. И культура в Мьянме немного другая, природа другая. В Лаосе, я верю, тоже, хотя он, говорят, очень похож на Камбоджу, в которой я была, но я там была недолго. И есть еще такая замечательная страна, как Бутан, куда очень сложно попасть. Это самая буддистская, наверное, страна и самая закрытая. И я, конечно, хочу туда, но не факт, что получится из-за того, что туда сложно пробиться. Ну, я обязательно бы съездила, по крайней мере, по разу в те места, в которых я прожила долго. То есть это Бали в Индонезии, пара островов на Филиппинах, которые уже как второй дом воспринимались тогда. Я все-таки лет 5, наверное, прожила там в сумме. Мне всегда очень комфортно и так прям в душе мило приезжать в то место, в котором я знаю каждый уголок и каждый поворот, где я могла закрытыми глазами ездить на байке, узнавать знакомые лица. Это, наверное, даже более приятное путешествие для меня сейчас, потому что как-то с возрастом восприятие меняется и желание, и не то чтобы хочется ездить галопом по новым местам, иногда хочется просто ностальгически вернуться в те, в которых я уже жила долго. Даже в Индии, вот особенно в Гималае. Мне кажется, у тебя, наверное, так много стран, где ты уже была, что тебе нужно еще одна жизнь, чтобы все это объехать. Еще раз. Ну, я не буду обещать все 40 стран, в которых была, но вот буквально несколько обязательно стоит по одному разу хотя бы еще попытаться съездить. Да, я не ставлю крест на своей жизни, что типа все, я здесь в Португалии до конца своих дней. Нет, я представляю свою старость здесь, но, конечно, с путешествиями какими-то, насколько это возможно. Детство какие-то со стороны люди пытались втолковать, что я какая-то неполноценная, недоякутка, недорусская. Только вот недавно меня кто-то вылечил своими словами, тоже из таких же, кто наполовину тот, наполовину этот, вылечил меня словами о том, что это не это не 2 половинки, это 2 целых. Ты имеешь и ту, и другую культуру. И это наоборот преимущество, а не недостаток. Не 2 половинки, а 2 целых. И если это воспринимать так, и детей своих учить тому, что они не полукровки, а представители 2 разных культур, и как бы показывать этим, что это наоборот круто. Да, согласна. Что это больше суперсила, нежели недостаток. Недостаток, ага. Маша, я была очень рада с тобой пообщаться. Ты мега интересный человек, и я восхищена тем, как ты проживаешь эту жизнь, не боишься, меняешь страны, деятельность и то, как ты живешь. И я думаю, и при этом ты вот продолжаешь помнить, кто ты. И это очень, мне кажется, вдохновляет. Иногда в жизни бывает, когда ты чего-то боишься или теряешься. И вот твоя история, мне кажется, очень... У меня есть очень смешная история в роду, которая связана с этим, наверное. Мне говорили, что у нас в роду был родственник,
которого как-то так обзывали Минигьяном, видимо, который такой был веселый товарищ. Герой сказки. Ну да, который однажды, или не однажды даже, я не буду привирать, но, по крайней мере, однажды он ушел из дома чуть ли не за спичками и вернулся через пару лет. Ходил по разным деревням, знакомился с людьми, жил то там, то здесь, приехал, рассказывал кучу историй и приключений. И бабушка моя говорила, типа, что я в него пошла, уехала, не вернулась, и потом возвращалась и рассказывала истории, и потом опять уезжала куда-то. Уехала на полгода и осталась здесь на 20 лет. Прикольно. Спасибо тебе за эти дни, за эти беседы, за интересные разговоры и за то, что согласилась поделиться своими историями. Спасибо тебе тоже. Я просто не знаю, как реагировать на всякие спасибо, поэтому я так это обычно теряюсь с этими словами. Сейчас я еще скажу туда. Ребята, поделитесь своим мнением в комментариях. Если у вас будут вопросы к Марии, обращайтесь. Пишите тоже в комментариях, либо обращайтесь к ней напрямую через ее профиль. Я обязательно укажу это в описании. И буду рада, если вы поставите лайк и поделитесь со своими друзьями. До встречи! Пока! Я такая... Я ее загораживаю? Нет! Не знаю, зачем я это говорю, но такая странная. Разговариваю, переписываю. Вот так вот. Ребят, Там нормально снимает, сейчас пойду посмотрю. потом же... Ага, потом мусор прилетел, вроде не было. Кого не было? В программе полностью практически на английском языке. Джерит Тавагайта.